урматтуу Садыр Нуркожо уулу. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил закон о реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий в советский период. Этот документ охватывает тех, кто был осужден по политическим мотивам на основании Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года. Об этом сообщает ТРТ. Расстреливали, погружали в машину и отвозили в места не столь отдаленные. Там 138 тел от обеих. Сколько еще развезли по степи, может быть, закопали где-нибудь. Согласно данному закону, к политическим репрессиям относятся решения, принятые в период с 1917 по 1953 годы на основе документов о красном терроре, борьбы с басмачеством, признаков кулацкого хозяйства и других актов. В течение нескольких недель надо было составить такой список, которые подлежали аресту и репрессиям. Вот. Так что то есть это такой был конвейер, перемалывания этого человеческих судеб. Законопроект, предусматривающий реабилитацию граждан, пострадавших от политических репрессий в советский период, был инициирован в январе 2023 года, и в декабре 2024 года кыргызский парламент Жогорку-Кенеш принял соответствующий законопроект, направленный на восстановление прав репрессированных. В 90-х годах, 2000-х, сложился такой стереотип, что политзаключенные, их специально подбрасывали к уголовникам, чтобы они еще больше были подвержены какому-то террору, унижению, оскорблению. Следует заметить, что в странах Центральной Азии процесс реабилитации лиц, репрессированных по политическим мотивам в советский период, начался после обретения независимости в 1990-х годах и продолжается по сей день. В Узбекистане активно проводится работа по реабилитации жертв политических репрессий. К настоящему времени общее число оправданных достигло 856 человек. Большинство реабилитированных являются так называемыми басмачами. В Казахстане процесс реабилитации жертв политических репрессий также происходит. В 1993 году был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий, который стал основой для восстановления прав репрессированных лиц. У нас же репрессии начались уже, если так сказать, борьба с басмачеством, всякие мятежи. Мой прадед Курман Лепесов был осужден в 1927 году, потому что началась волна, это борьба с байством, манапсом как классом. В России шла борьба с кулачеством, а у нас-то кулаков было мало, у нас шла борьба с байством и манапсом. Примечательно, что режимы центральноазиатских стран, реабилитируя жертв красного террора, преследуют скорее имиджевые цели, нежели искренне желают восстановления справедливости. Ведь сами они, в свою очередь, занимаются в своих странах тем же самым, причем порой не в меньших, чем коммунисты, масштабах. Даже Кыргызстан, считавшийся до недавних пор островком свободы в Центральной Азии, где граждане могли высказывать свое мнение и реально оказывать влияние на политические процессы, после прихода к власти Садыра Жапарова превратился в жестокую диктатуру, слепо копирующую российское репрессивное законодательство. Бүгінгі күнде президенттің саяси технологтары бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орыстар бар.